поздравляю всех жителей и уроженцев этой замечательной земли. Да и вообще всех нас, потому что якутский язык – это часть нашей громадной и разнообразной культуры. И, между прочим, он один из самых древних, сложных и богатых. Девяносто 99% жителей Якутии говорят на родном языке. В XIX веке якутский язык был здесь, на севере, языком межнационального общения. Порой даже говорили, что это второй французский язык, сравнивали по распространенности среди населения. Эта речь на наш слух кажется очень необычной. Одни двойные согласные чего стоят. И совсем нет шипящих. А происхождение некоторых слов вообще загадка для лингвистов. Как будто их собирали со всего света. Даже японцы находят в якутской речи знакомые фразы. Я знаю, что по-якутский язык уехал, и по-японский язык походит значение. Это значит наверх. В Якутии очень трепетно относятся и к древним ремеслам. Например, кузнецы передают секреты изготовления якутских ножей, что называется, от отца к сыну. Многие мастера сейчас копируют якутские ножи, при этом не учитывают наши природные условия. Например, зимой в лютый мороз такой нож легко сломать. Не все ножи подходят под нашу суровую погоду. Якутские мастера знают все эти нюансы. И только у нас получаются настоящие якутские ножи. Саха – это еще и алмазный и золотой край. Неудивительно, что лучшие ювелиры страны живут и работают здесь. Причем целыми династиями. Алексея Петрова учили не только искусству гравировки, ковки, пайки, но и истории. Это древние якутские узоры. Каждый ювелир обязан знать их значение. Главная наша цель – передать исконные якутские традиции, узоры нашему народу. Здесь вы видите цветок сардану, в переводе лилия даурская, и якутские узоры. Все узоры несут смысловую нагрузку. А вот такие изделия из бивня мамонта в мире могут делать всего несколько человек. И один из них – Федор Марков. Сейчас восстанавливает недостающую часть экспоната Британского музея, сделанного из бивня. Этот экспонат был изготовлен в 1866-67 году, специально для Парижского музея еще. Далее его выкупил англичанин. Искусствоведы выявили, что как будто не хватает второй части экспоната. Пока неизвестно, пропала эта часть или изначально не было ее. Федор сделает ее заново. Единственная сложность – техника резьбы с тех пор изменилась. Но на то он и мастер, чтобы поймать те самые нюансы, за которые древних якутских мастеров до сих пор ценят во всем мире. Гаврил Старостин, Первый канал.